Ди! Ди! Ди, мою тетрадь домашка не видел? В слоерском отсеке. Вот, все нашел. Все, я побежал. Хэви, завтрак. Руки тебе на что? Тарзан хренов. Доброе утро, Виктория. Да, доброе утречко, фигутречко. Яйцо пашот со спаржей и гороховым пюре. А бекон? Бекон был вчера. Частое употребление бекона повышает уровень холестерина и ухудшает работу сердечно-сосудистой системы, а также мозга, что может сказаться на координации, памяти. Ладно. Координация, память. А что это наша принцесса вслед за братиком в школу не бежит, роняя кал? У него сегодня экскурсия в научной лаборатории в 9 часов вместо первых 2 уроков. А уже потом в школу. И третий урок у вас, кажется, история? Да, все так. Что, мам, память стала подводить? Походу, надо завязывать с беконом. А давай ты сейчас мобилу свою отдашь, посмотрим, на что ты там таращишься. Вики, думаю, Ди уже достаточно взрослый, чтобы иметь свои секреты. Понимаешь, о чем я? Да, конечно. Если жрать не собираешься, пошел вон отсюда. Как раз собирался уходить. Не, ну ты слушал, а? Подъебщик какой растет. Пожалуйста, не толпитесь, проходите. Сумки не открывать, посторонние предметы не доставать. Меня зовут доктор Пырх. Я буду вести экскурсию по нашей уникальной лаборатории гнатобитов научного центра биомедицинских технологий РАХН. Вот она. Она разделена на 4 блока. Вот, вы видите, мы находимся сейчас в первом. Все в порядке, тут часто такое случается. Обратите внимание на подопытных крыс слева от вас. На них были применены различные препараты с целью изменения их генетики. Естественно, это не делает их сверхсильными или сверхумными. Такое бывает только в фильмах. В реальности они всего лишь приобретают незначительные изменения в развитии и потомстве. Естественно, все генетические препараты засекречены, так что крысы ни при каких обстоятельствах не должны покинуть лабораторию. Извините, а можно вопросик? А что если одна из крыс такая мутирует и типа станет суперумной и додумается, как выбраться из клетки? Вот что тогда делать? Это исключено. Чтобы открыть аквариум, надо сначала вот так вот открутить трубку подачи воздуха. Затем использовать код на замке. Какой он там? 4, 5, 8, 6, кажется, 3, потом 9. Затем выдавить крышку и извлечь ее наружу. Как вы понимаете, ни одна вот такая вот крыса не обладает достаточным интеллектом и умственным развитием. А если бы и обладала, она была бы лучшей ученицей в вашей школе. О, тревога! Уровень красный! Хватайте ее! Хватайте! Поймали! Поймали? Держите ее! Вы что творите? Тут же дети. Все под контролем. Всего лишь небольшая демонстрация. Демонстрация чего? Вы крысу топором зарубили. Того, что все под контролем. Ни одна крыса не способна покинуть эту лабораторию. По крайней мере, самостоятельно. Это если какой-нибудь ученик пронес бы крысу через все 4 блока и вышел бы с ней через главный выход. Что, конечно, просто смешно. Эти крысы крайне агрессивны. Даже и не точно думай. не усидятся на одном месте. А ну вылезай! Молодой человек, я что сказал в начале экскурсии? Вы сказали не вынимать посторонние предметы, а у меня Я тут... сказал, сумки не открывать. У нас тут суровые правила.
Потрудитесь их соблюдать в нашем учреждении. Это вам не ноготочки красить. Ну ладно. Тогда прежде чем трогать мою сумку, потрудитесь сделать себе маникюр. Вот, да. Всего хорошего, ребятки. Не забудьте оценить экскурсию в нашем приложении. Сраные рейтинги. Доктор! Одна из крыс пропала. Опять? Тревога! Уровень красный! Перекройте все выходы и входы! Сраные крысы! Да, натворил ты дело. И чем мне с тобой делать? Это что, одна из тех крыс из лаборатории? Не, это сувенир, игрушка. Ой, какая прикольная. Может, себе ее заберешь? Посмотрите, какие у меня глазки прикольные. Такие бусинки. А ну, построились, малявки! Ой. Сидеть! Сегодня у нас 1453 год. Кто скажет мне, чем известен этот год в мировой истории? Все прям так и тянут руки, я смотрю. Тогда дам вам подсказку, маленьким варварам. В этом году упала Великая Империя, которая была домом для таких великих интеллектуалов, как Анна Камнина. Кокаина. Эта императорская принцесса посвятила свою жизнь философии и истории. А не пялилась на смазливых мальчишек, Диана. Диана! Может, ты нам ответишь, какая империя пала в 1453 году? Изенгард. Изенгард. Какой еще нахрен Изенгард? Наиграется в свои Майнкрафта и несут тут всякую ересь. Эх. Ну давайте, восстанавливай репутацию своего отсталого поколения. Византия. Конечно же, Византия! Господи! Может, ты меня еще и порадуешь тем, что скажешь, чем была известна Анна? Если не ошибаюсь, она была одной из первых женщин-историков. Она написала, кажется, Алексиаду. Верно. Только правильно будет сказать, дописала. Она продолжила работу своего мужа Никифора. Мне, кстати, не очень понравилось. По мне, это литературщина какая-то. Не должно быть так написано в историческом произведении. Что за... Ух, ешь твою дивизию! Ловить эту хрень! Ах ты засранец! Ди, она тебе в сумку залезла! Надо его сжечь! Вообще-то это его крыса. Он ее из лаборатории спер и весь день ей хвастается. Весь класс подтвердит. Пап? Не сейчас, Хэви. О, Ди? Тут тебя в школу вызывают. По какому поводу? Да, у нашего историка крыша поехала, ему всякие твари мерещатся. Хорошо. Да, войдите. Ёжики-картошики. Добрый день. Насколько мне известно, вы недовольны внешним видом и поведением моего сына. Нет, у Ди все нормально и с поведением, и с оценками. Прекрасный, спокойный, способный мальчик. Тогда по какой причине я здесь? Крыса! Крысу? Ди притащил в школу крысу, не знаю зачем. Дим предупреждал, что у вас могут быть галлюцинации. Могу порекомендовать вам отличный препарат. Я бы хотел, чтобы это были галлюцинации, но я видел ее своими глазами. Это была черная крыса с хвостом длиннее своего собственного тела. Судя по тому, как вы ее описали, это ратус-ратус. Они не водятся в наших краях. Их вытеснили серые крысы. Не знаю, как Ратус, но с Ратус у него вполне реальный. Она нагадила на мой ботинок. Я больше всего ценю в школе порядок и дисциплину. А Ди этот порядок нарушает.
Школа не место для домашних зверьков. И судя по вашему выражению лица, вам стоит проверить свой дом на наличие вредителей. На этом все. Не смею вас больше задерживать. А это еще что за хрень? О, это так, на всякий случай. Никогда не знаешь, когда она понадобится. До свидания. Счастливого пути. Войдите. Привет, Ди. Чем занимаешься? Да вот книги перебираю. Как там историк? Все прошло прекрасно. Мы очень душевно поговорили. Про крысу не говорил? Крысу? Да, он упоминал крысу. А почему ты спросил? Да, он весь урок от крыс бегал. Всем классом ржали. Честно говоря, его слова звучали очень убедительно. Что здесь? Пап, по-моему, я уже достаточно взрослый, чтобы иметь свои секреты. Понимаешь, о чем я? Да, конечно. Ты же помнишь главное правило в нашем доме? Никаких животных в доме. Даже рыб. Даже рыб. Пап, а что ты делаешь? Ничего, просто заходил проверить его и все. Да, долго прятать тебя не получится. Придется тебе свалить. Кажется, это твой последний шанс. Везунчик. Надеюсь, ты не сильно воняешь.